Усім добрий вечір. У прямому етері телеканалу АТR Prime. І мене звати Айдар Муждабаєв, як ви, напевно, здогадалися вже. І ми чекаємо на гостя скайпом, хоча він у Києві, ну просто так зручніше, так швидше. Він щойно закінчив там одну свою подію і прямує до того місця, де він включиться, до нашого етеру. Це приблизно за 7 хвилин відбудеться. І я не буду приховувати, що це Марк Фейгін. Ми запитаємо, навіщо він приїжджав на декілька днів у Київ. Там цікаво, не буду заздалегідь анонсувати. Запитаємо в нього разом. До речі, можете писати запитання в Ютубі. Якщо буде така можливість, режисер мені передасть, і я поставлю Марку запитання. Але є один нюанс, який не стосується точно сьогоднішнього етеру, але стосується майбутнього. Я вам кажу, як є, в недалекому майбутньому, тобто десь, не знаю, з червня або липня, ми не зможемо. Телеканал АТР, судячи з усього, ну, принаймні станом на зараз так виглядає, ми не зможемо запрошувати до прямих етерів, до вашої уваги, людей, які не розмовляють українською, а розмовляють будь-якою іншою мовою. Тому що за новими правилами, я спеціально уточнював це в однієї людини з Нацради з питань телебачення радіомовлення України. Умова така, щоб або був дубляж, що, в принципі, умовно кажучи, там можемо ми зробити. Це нам не вистачає кадрів. Ви знаєте, в якому стані телеканал АТР зараз наш директор воює. І канал в такому військовому стані знаходиться. В принципі, людей дуже небагато. Усі на своїх місцях. І дублювати – це теж для нас проблема. Так просто не продублюєш годинну розмову, наприклад. Я про цей жанр кажу. З Фейгіном, наприклад. Так, українською він не розмовляє. А з прямими етерами ще все гірше. Тут виникає питання, потреба виникає в перекладачі, причому потрібен перекладач синхронний. Що таке синхронний перекладач? Це людина з дуже великим, високим фахом, яка розуміється на політиці, якщо йдеться про переклад синхронних політичних програм. Їх небагато в Україні, в принципі. І знайти їх нам, напевно, не вийде на щоденну роботу, або там через день, або раз на тиждень. І коштує це десь 100 євро за годину, але є нюанс. Це мені режисер сказав, а я згадав ще один нюанс. Такий, що там 15 хвилин, і рот пересихає, вони не можуть вже працювати, синхронні перекладачі, і доведеться, тобто 4 або принаймні, що вони мінялися, 2 синхронних перекладачі, тобто 200 євро за годину етера. У нас немає грошей, я не отримую зарплату, вже не пам'ятаю скільки років, і ми працюємо виключно на Україну, на перемогу, на Крим для наших глядачів. І, звісно, що таку умову Нацради з питань телебачення радіомовлення ми виконати фізично не зможемо. Я вас попереджаю. Я публічно про це кажу. Це ставить, до речі, в таке становище негарне не лише телеканал АТР, а й інші небагаті канали, які не можуть собі дозволити дублювання таке, це теж гроші коштує. І це теж потрібен окремий співробітник, щоб це робити. І це довго достатньо. А прямі етери, так як я вам сказав, ми не зможемо. І багато, я думаю, регіональних теж каналів цього собі дозволити не зможуть. Тобто ані литовців, ані поляків, якщо вони не розмовляють українською, вони не всі розмовляють українською, ані Гела Васадзе, який розуміє, але не розмовляє так гарно українською, як хотілося б. Ви вже не зможете побачити, бо будуть штрафи. Я, правда, не розумію, з чого тут штрафи брати. Але ось так, я спокійно про це розповідаю, щоб ви були просто в курсі. Я сказав, що це дуже важко в умовах воєнного стану виконати. Це прекрасна мова, це прекрасна. Я
усіми фібрами душі за мову українську в етері. Але якщо людина не розмовляє і умова така обов'язковий дубляж або переклад, то тоді, я не знаю, десь треба брати, давати можливість телеканалам небагатим, десь брати на це ресурси. Ми такого ресурсу не маємо. Це задорого до нас, і ми цього фізично не зможемо. А штучний інтелект поки що до цього не дійшов. Я про це запитав, чи можна там якось це вирішити, зробити виняток з цього правила для, через такі умови. Поки що є, скоріш за все, не буде винятку. Я не знаю, як це працюватиме. Ми не конфліктуємо з Нацрадою, ми завжди на зв'язку. Я просто не розумію, як це просто працюватиме ось в такому випадку, наприклад, як з Марком Фейгіном, як там з іншими, вже кого я згадав і не згадав. Такі справи. Ще я намагаюся вже до кілька хвилин зателефонувати Аркадію Бабченку, в якого сьогодні день народження, але він слухавку не бере. Я хотів у прямому етері привітати разом із вами пана Аркадія, але пан Аркадій, напевно, зайнятий якимись благодійними справами на користь, до речі, батальйону 48-го, командиром якого є Ленур Іслямов, ось наш красень, наш колишній співробітник, наш пожиттєвий довічний співробітник. Він міг стати пожиттєвим і довічним, але ви знаєте, як він воскрес. Пам'ятаєте ту історію, і це було все не дарма. І от тоді багато хто дурних людей і покидьків критикували, але Аркадій вчинив все абсолютно правильно. Він зараз робить дуже велику справу для України в цілому, для багатьох підрозділів і конкретно для 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челебіджихана, командиром якого є майор Збройних сил України Ленур Іслямов, і де воюють багато людей, яких ви знаєте і не знаєте. Вони люди, які воюють у цьому великому, єдиному, великому кримському підрозділі. Вони з України, звісно, українці, кримці, але є люди із кордону, які спеціально попросилися, захотіли воювати в складі саме 48-го окремого штурмового батальйону. Якщо ви хочете, зараз вагаєтеся, куди піти у військо, то можна звернутися до рекрутингу 48-го ОШБ, він можна пошукати, він є всюди. Так само закликаю вас усіх дивитися по середах на 18-ту годину Києва початок нашу програму разом, знову ж таки, з Аркадієм Бабченком і Андрієм Соломкою. «Середа русофобів» вона називається. І вона якраз про те, як ми щотижня, щодня підтримуємо наш підрозділ, яким ми пишаємося, і бійців якого ми хочемо максимально озброїти тим, що хлопцям потрібно і що ми маємо. Марк Фейгін. Так, я вітаю. По-перше, Марк, привіт. Привет, Айдар, приветствую всех зрителей канала АТР. Дякую, навзаєм. І я хочу разом із тобою, ти щось додаш, я вже почав там, знаєш, біографію читати Аркадія Бабченка. Він написав, що він не пам'ятає, скільки йому років, 46 або 48. Але сьогодні у нього день народження, він зайнятий справами, я телефонував, не дотелефонувався. Щиро вітаю, Аркадію, ти справжній друг, справжній вічний журналіст і ведучий телеканалу АТР. Ми вдячні тобі за всю допомогу, яку ти разом із своїми друзями з благодійної організації САБ.ЮА Таллін, Естонія, яку ти передаєш Україні. Не багато хто за кордоном так багато робить для нашої країни, для нашого війська. Маєш щось додати, Аркадію, Марк? Кажи. Да, я Аркадия, естественно, поздравляю. Даст Бог, он приедет в Украину, сможет жить в Украине, например. Ні, він про це мріє, це зрозуміло. Поки що допомагає так. Я перейду зараз на трофейну мову. Я вже пояснив, що це нові умови будуть десь з липня або червня, але зараз я перехожу на трофейну мову, тому що
так зручніше моєму співрозмовнику. Він просто не розмовляє українською, але поки що перекладач не обов'язковий. Певний час буде ще. Привет, Марк, еще раз рад тебя видеть. Ты в Киеве. Вижу за твоей спиной Киев, за твоей могучей спиной Киев. Вот, рассказывай, что приехал. Не, ну, я там приехал по приглашению фонда 2402, который является организацией, финансирующей российских добровольцев. Они вместе с рядом инициаторов проводили форум поддержки российских добровольцев. Вот я там модерировал панель. Ну, это было основное, это закрытое было мероприятие, по итогам которого был принят меморандум. Он сейчас широко разошелся. Вот, о поддержке российских добровольцев, которые воюют в рядах вооруженных сил Украины, в всем известных нескольких соединениях. Это, прежде всего, Легион Свободы России, РДК и Сибирский батальон. Вот. Они сейчас, насколько я понимаю, осуществляют операцию на территории, приграничной территории с Российской Федерацией, на ее территории. Вот. И ни к чему особенно это не было приурочено, потому что некоторые связывают это с чисто выборами, которые якобы выборами шли в Российской Федерации. Но я думаю, просто это давно готовилось, так совпало по большей части, потому что на самом деле долго обсуждалось, как действительно оказывать помощь людям, которые переехали в Украину, состоят в рядах этих добровольческих соединений, состоящих из русских граждан. Вот. Ну и нашли такую форму. Она, конечно, это поддержка, прежде всего, политическая, потому что поддержка, скажем так, материальная, она осуществляется как следствие этой политической, на мой взгляд, поддержки, поскольку требуется более системная работа по помощи этим людям. Вот. И, ну, там присутствовали ряд известных людей с медийным прошлым и нынешним. Это и Илья Пономарев, который представляет съезд народных депутатов, и Иван Тютрин, который представляет форум «Свободной России», там, ряд других людей, которые приехали, ну, известные те Евгения Чирикова и другие, которые вот такую инициативу поддержали. Но, пользуясь случаем, я совместил этот приезд в Украину с очередной поездкой на фронт. Я был в Часовом Яре, город, который в 3,5 километрах сейчас находится от передовой. Посередине между Часовым Яром и Бахмутом идут бои между украинскими ВСУ и российскими войсками. И, соответственно, там записал большое интервью. Вот, и на следующий день побывал еще на прошлой теперь уже неделе в Северске, это Бахмутский район. А Донецкой области, это несколько с другой стороны Бахмута, это 10 километров от передовой, тоже была не безинтересная поездка. Вот, так что в основном вот этим занимался. Ну и встречался с разными людьми, конечно, беседовал. Скажи мне, вот почему уже это 2 года, да, длится полномасштабная большая война, да? Почему так долго раскачивалась, и то не вся часть российской оппозиции, которая вот собралась и которая, наконец, перешла от слов к делу? Ну, не прямо сейчас. Сейчас вы просто, я как понимаю, вы такую создали, ну, более такую общую, более Да. такую структурную, да, поддержку, да, структурную делаете. Но раньше об этом говорил Каспаров, Тютрин, там много, ну, кто хорошие, нормальные, вменяемые люди говорили. Другие руками и ногами, знаешь, как пьяница в советский бобик, вот звездочкой стоял вот так, и только не тяните меня туда, да, вот. До сих пор сторонники Навального никак не призывают помогать Украине, ничего не делают, ну, кроме пары слов Юлии Навальной, которые можно трактовать как в пользу Украины. Это очень робко, очень мало, недостаточно, на наш взгляд, украинский, ну, хотя бы, да. Вот. Что мешало за 2 года быстро собраться, понять, что тут есть, здесь уже не ЗСУ в целом помогать, есть конкретные российские граждане, и вложиться в их помощь в полной мере? Я думаю, что русская иммиграция способна оснастить любое подразделение, любое количество русских бойцов с российскими паспортами, хоть самолетами F-16, потому что деньги, и олигархи есть, и деньги есть, и все такое прочее, а все так медленно, и все так пока мало. Я думаю, основная причина в политического свойства, она в том, что значительная часть оппозиции, это не только ФБК Навального, но и сторонники Михаила Ходорковского, они не готовы продекларировать силовой способ смещения власти в России, так сказать, изменения власти в России. И из этого все вытекает. Потому что если ты поддерживаешь русские отряды в Украине, во-первых,
то ты однозначно, значит, одобряешь их деятельность. В противном случае, ну, как это не связать-то? Во-вторых, это все-таки ну, вот старые страхи, мне кажется. Путин, кстати, активно их педалирует. Вот он буквально на состоявшиеся брифинги или пресс-конференции, как это после его объявления самим себя снова диктатором, значит, президентом или какие там эпитеты он себе допускает с 87 и более процентами, он говорил же о власовском движении, говоря об РДК, в частности, сравнивая с власовцами периода Второй мировой. И отсюда вытекает вот этот страх перед этим эпитетом, да, что тебя будут считать предателем, если ты помогаешь Украине, украинцам, что ты, значит, не будешь иметь будущего не только там политического в России и среди российского электората, но, в принципе, не сможешь и на родину вернуться, и будешь с клеймом этим жить и так далее. И вроде как, если ты немножко оппозиция к власти, то это вроде норм. А вот если ты поддерживаешь Украину или же даже вооруженное сопротивление, которое исходит из Украины, даже русских, то ты какой-то предатель, ты типа властвует. И вот это очень многих сдерживает, на мой взгляд. Третья причина – это ну, обычный страх. Я, правда, считаю, что для него основания-то такие сомнительные в том смысле, что они боятся, что за это точно убьют. Да? Ну так убивают, и без этого убивают. Навального убили в тюрьме, что за то, что он призывал к вооруженному свержению власти Кремля, и Путин за Абсолютно. него. Тут нет никакой логики вообще. Логика Нет, полностью отсутствует. они убивают, не оглядываясь на твои призывы, Да. они убивают всех оппонентов, там, лайтовых или хардовых, они убивают все равно. Поэтому это третья причина, она вообще ничтожна. Что касается второй причины, ну так я уже много раз говорил, победители будут определять, кто предатель, а кто патриот, а не наоборот. То есть, если Путин останется победителем, так вообще у вас никаких шансов. Ни у кого. Да, если он победит Украину, например, если он, значит, останется у власти, дети его останутся у власти, окружение его. А какие шансы у русской оппозиции в этом случае? Но Вот я, что, знаешь, на что? Марк, я все время говорю, когда спрашивают, почему ты хорошо относишься к работе Фейгина, потому что я говорю, потому что у Марка есть логика, и он сам себе не противоречит. Вот. А посмотри, как выглядит вот это со стороны навальнистов и сторонников Ходорковского, если такие есть, кроме его прислуги, конечно же, и семьи. Значит, но он, по крайней мере, он много места в медиапространстве занимает. Он такой, как бы, ну, вот такой деятель, не очень понятный, без всего, да? Но неважно, совсем без всего. Значит, вот они говорят, и устами Юлии Навальной, Ходорковского, это общий тезис такой. Россия – это не Путин. Не путайте русских людей с Путиным. Русские люди – это не Путин, они на самом деле его не поддерживают и так далее. Но если, как утверждаешь ты, за твоей же логикой, значит, они боятся разонравиться россиянам, поддерживая Ну, да. ЗСУ, значит, они утверждают таким образом, мы врем, так знаешь, отходят в сторонку, так говорят, а на самом деле мы врем. Россияне, большинство, это и есть Путин, и мы боимся их расстроить поддержкой ЗСУ. А потом опять, россияне это не Путин, Россия другая и такая. Ну сколько можно уже? Кто-то в это верит вообще еще в мире? И зачем вообще этим заниматься? Ну, можно, конечно, дискутировать, и они бы нашли свои аргументы против этого. Но с другой стороны, а вот Россия путинская, она все длится и длится. Если бы действительно россияне были отдельным от Путина и готовы были бы хоть что-то сделать для того, чтобы это было очевидным, ну, наверное, мы бы это увидели. А вот интересно, а какой люфт есть временной для того, чтобы россияне, которые не Путин, которые выступают, там, не знаю, против войны, против диктатуры, против всего на свете, сколько у них есть времени, чтобы доказать это? А ведь нужны же доказательства. Это же нельзя вот говорить, вот люди под пятой, вот это Кремля, Путина и так далее, они другие, что они по-другому думают, они по-другому хотят жить и так далее. Ну так они же все равно должны это доказать. Ну, то есть в данном случае нельзя только заговорами, да, заговаривать зубы, пытаться, значит, каким-то образом оправдать или там обелить россиян как субъектность, да, то есть как субъект, нацию и так далее. Пока не будет обратного продемонстрировано, можно считать по умолчанию, что, к сожалению, Россия – это Путин и есть. Да, то есть если произойдет что-то иное, и некоторые пытаются продемонстрировать это что-то иное. Вот русские, которые с оружием в руках сражаются, ну, наверное, говорят, слушайте, вы нас, пожалуйста, с Путиным не равняйте. Мы не Путин. Ну, Ми вони проти мають на нього. це право, вони це довели, вони це доказали. Да. Да, они говорят. Они, кстати, тоже не сильно обольщаются насчет русского народа. Многие из них считают, что да, русский народ ничего не делает. Он, может, и действительно не считает, что для него эта жизнь ненормальная. Может быть. Но он для этого ничего не делает.
нам говорят, что почему вот россиян, которые вот в таких тяжелых условиях находятся, заранее обвиняете, говорите об их недееспособности политической, страхе, неготовности чем-то жертвовать. Ну, потому что есть с чем сравнить. Вот украинцы, они же жертвуют жизнями, они же не благополучием жертвуют, не не знаю, хорошей жизнью, они жертвуют конкретно жизнью, потому что ты умираешь. На войне солдат, он умирает, он же не щекотит его, понимаешь? То есть значит, есть страна, которая вроде как тоже славяне, вроде православные, вроде можно сравнить, они похожи внешне, может быть, на русских, но они-то почему-то за свою независимость, свободу, суверенитет жертвуют жизнями, они говорят о том, что, ой, мы, вы знаете, не можем выступить открыто, поскольку нам сделают очень плохо за это, могут даже там посадить. Не, ну и или, по там, факту, лишить. Марк, по факту это получается, что именно украинцы, и в том числе те не очень многочисленные, но наличествующие русские, именно они свергают режим Путина-то, а не вы, болтуны конечно. и прохвосты, да. Ну, я не стану говорить, что они прохвосты, Окей, я это я говорю сказал. сейчас говорю не о всех русских, я говорю именно о тех, которые точно, абсолютно против Путина, точно, абсолютно против войны, точно, абсолютно против украинофобии и всего на свете. Мы их знаем, да? Они выходят, вот, за Надеждиным вставали в очередь, как за последнее хватались соломинку, да? Они вот пошли, встали в очереди, что тоже может быть неплохо, они хотят друг друга увидеть, чтобы страшно не было так. Они хотят как-то с друг другом Вот смотри, коммуницировать. вот Да. хороший вопрос у меня к тебе. Вот они всегда про себя. Вот где бы они ни находились, им скучно. И ты сказал, это очень важно, да. Они хотят друг друга увидеть, там, обняться, Да. поцеловаться, Да. сфотографироваться и так далее. Мы хотим, нам удобно, нам... А давайте по факту. Что они сделали вот этим призывом идти, стоять в эти очереди? Естественно, никаких 12 часов не получилось, потому что это нельзя прийти в один момент никуда. Это заранее было известно, обречено на провал. Они создали такую потрясающую картинку. И первыми, кто их поблагодарил, был Владимир Путин и Мария Захарова. И, может быть, сейчас массово их все благодарят. Наверное, пропагандисты будут осанну петь всем, кто призывал создавать эту массовку, потому что у этих выборов и так небольшой шанс выглядеть легитимными. Но этим Да. они точно добавляют им шансов, они не уменьшают их. Ну, давай так говорить. Я-то почему легко отношусь к этой акции «Полдень» и так далее? Потому что я считаю, что она вообще никак не связана с выборами и их итогом. Ну, так называемый выбор. Выборов никаких вообще не было. Чтобы было всем понятно, в эти 3 дня, 16, 17, извиняюсь, 15, 16, 17, они 3 дня шли, президентские так называемые выборы, ничего не происходило, ничего не было. Результат 87 там, с лишним процентов, 87,3, я не знаю, какая финальная цифра. Он вообще никак не связан с процессом. Вот я вот много раз об этом говорил, что в России ничего не связано с процессом. То есть влиять на этот результат процессом невозможно. Все попытки там, давайте за Надеждина, какого-то Дованкова, это все смех, понимаете? То есть на самом деле, и даже поход на эти выборы вообще ни на что не влияет. Другое дело, по поводу картинки, я тебе скажу так, все настолько плохо, все настолько далеко зашло, что, честно говоря, уже даже и картинка ни на что не влияет. Почему? Потому что благодаря этой картинке что? Запад считает, что Путин реально выбрали 87 с лишним процентов голосов? Нет. Они считают, что выборы были легитимными и так сказать, свободными, транспарентными и так далее, выявили мнение россиян. Нет, так не считают. Признали ли Путина законно избранным президентом? Ну, они там не сказали, что он нелегитимен, но они хотя бы промолчали или сказали, что выборы не по правилам проходили. Вот я хочу, Но, Марк, как раз процитировать немцев вот на эту тему. Это же очень давай, тонкая материя. Они, ну что, когда говорили, мы не признаем все хором, один за другим и все вместе, мы не признаем выборов президента России на оккупированных территориях Украины. Точка. Но да. они же прекрасно знают, что это единый избирательный округ, и что один голос от другого никак не отделяется. Ни из Крыма, который они забросили в урну, это не голоса, но просто хотя бы формальные цифры. Они никак не отделяются от голосов, которые в Москве, например, или там в Тамбове, или в Пензе. То есть это лицемерие и Да. попытка не увидеть очевидного. То есть, ну, знаете, ребят, ну, извините, вот, но все равно Путин там... Ну, то есть они боятся его поставить как Лукашенко вне игры, да, официально. Да. Но вот сейчас Да. я услышал германское мнение, еще кого-то. Они взяли, по-моему, паузу. Вот я хочу, чтобы ты проанализировал. Они говорят, там вопрос был, вы собираете, по-моему, к МИДу, я просто не помню, сейчас не могу найти ссылку, не буду тратить времени. Будет ли вы обращаться к нему президент Путин, а не как самоназначенный, там, как Лукашенко они называют, в своих медиа, официально и так далее. Ответ немецкий был такой: у нас нет необходимости его как-либо называть, поскольку у нас нет с ним диалога. Вот, то есть вот так ну, на паузу. То есть не сказать, что он как Лукашенко, да, все.
конченый. И не сказать, вот как ты думаешь, чем это закончится и от чего это зависит? Я думаю, первое. Они, конечно, прекрасно понимают, что Путин никто не выбирал, никаких выборов не было, это обычное переназначение. Причем не имеет значения, повторяю, поддерживают Путина избирать, не поддерживают. Это вообще не выборы, это к выборам, как к процессу, как к некому источнику наделения властью не имеет никакого отношения. Все это прекрасно понимают, там не дураки живут и прекрасно разбираются в этом во всем. Второе. Боятся ли они Путина, боятся ли они занять твердую позицию по отношению к российской власти и конкретно Путину? Скорее да, чем нет. Потому что, ну, одно дело Лукашенко, другое дело Путин, масштабы несопоставимы, угрозы несопоставимы, тем не менее боятся наверняка. Третье. Найдут ли они себе оправдание, если они продолжат этот с Путиным дистанционный диалог, несмотря даже на то, что они заявляют, что у нас диалога нет? Найдут оправдание. Они скажут, что мы не можем резко обострять ситуацию, как это сделала Украина своим решением РНБО, отказалась иметь дело с Путиным в качестве переговорщика. Мы будем с ним иметь дело для того, чтобы как посредник, как союзник Украины добиться прекращения войны, окончания войны. А с кем мы это будем делать, если не с самим Путиным, который, да, власть узурпирует, да, он незаконно, никем не избранный диктатор, но тем не менее мы будем это делать. То есть они себе оправдание найдут. Несмотря на то, что все характеристики, необходимые тому, что было 17 марта, они найдут и скажут публично. Но, повторяю, до крайней точки сказать, это нелегитимное лицо, никаким президентом он не является, а значит, мы будем искать более легитимную фигуру, ну, как в случае с Белоруссией, там, Тихановского или кого-то еще. Нет, этого они не сделают. Есть ли в этом какое-то лукавство? Ну, как всякое политическое лукавство, конечно, присутствует. Но, тем не менее, я хочу подчеркнуть, что они не питают иллюзий, кто такой Путин. Вот эти разговоры про то, что там кто-то на Западе не понимает, но после 2 лет войны может не понимать только клинический дебил, который на излечении находится, там, я не знаю, электричеством лечит. Ну, это ненормально. Другое дело, что с моралью, с этикой там не все просто, и политическая этика, она несколько отдельная, она сильно отделяется от морали общепринятой, и поэтому, конечно, они будут в этом смысле маневрировать, особенно публично. Ну, прекрасное начало. Перейдем к главному. Перейдем Да, к последствиям этих выборов. Многие обозначали эту дату, эти даты как Рубикон, после которых Путин начнет всеобщую мобилизацию, да. переведет страну на абсолютно военные рельсы, начнет новую операцию против Украины, какую-то сверх-вундер операцию, да, применит какое-то оружие, которое он не применял. То есть как бы он выдохнул, типа народ его, да, нарисовали, понятно, мы даже обсуждать не будем, как они это рисовали, байдуже. То есть они написали 87,5. Да, я думаю, кстати говоря, что Бабченко прав, и что сейчас вот условный Белгород больше поддерживает Путина, чем раньше. Это эффект вот этих взрывов домов. Путин уже так повышал себе рейтинг, да, на страхе, да. И на самом деле, Мгм. там я видел какие-то итоги, что там 55% реально, кто-то там вычел там вот эти подсчеты за него. Ну, я думаю, что реально это выше 60, но не больше. Точно не 87,5, это тоже, в общем, никакого смысла фактического не имеет, как ты верно говоришь, да? Но теперь твой вариант последствий. Что сейчас? Вот Путин проснулся, поправил корону на себе, вот эту, значит, из говна и палок. И что? Что он будет делать? Я, кстати, смотрю вот сейчас новости. Ага. Окончательно после подсчета 100% бюллетеней 87,28. Это даже больше, чем самые смелые прогнозисты говорят. Вот я говорю, что до 85 наберет. Ну, там уже, по-моему, совсем другая ситуация. Вот. Значит, смотри, что он будет делать? Для чего ему нужен этот багаж из 87 с лишним процентов? Ну, безусловно, это проценты, которые не только за него, как за типа легитимного, в кавычках, президента, но это процент поддержки специальной военной операции. Он же на пресс-конференции, вот я посмотрел, он сразу сказал, что дальше? Главный, говорит, вопрос – это специальная военная операция, все, что с ней связано. Ну, так называемая специальная военная операция. То есть, естественно, это означает, что приоритеты не меняются. Что война для Путина – это имманентный инструмент продолжения собственной власти и контроля за обществом. Однозначно. То есть, война его устраивает в таком виде, потому что дает ему невиданные полномочия. Он теперь может говорить, у меня там поддержка под 90%, и как бы что хочу, то делаю. Означает ли это всеобщую мобилизацию? Она возможна. Почему она невозможна? Всеобщая или частичная, или какая-то мобилизация возможна. Если кто-то питает иллюзии, что этого не будет, потому что и так достаточно сил, да нет, их недостаточно, чтобы всю Украину оккупировать. Для этого нужно значительно больше сил. По меньшей мере 300, а то и 500, а может и 600 тысяч мобилизованных. Поэтому я этого, кстати, не исключаю.
Другое дело, что они ее могут вести не открыто, публично, чтобы не создавать волну, не гнать, а продолжать вот какую-то такую вялотекущую частичную мобилизацию, потихоньку, так сказать, вытягивать по тысячам, десяткам тысяч потенциальных мобилизованных из резерва для того, чтобы их отправлять на фронт, замещая потери. Вполне возможно. Далее, в политическом большом смысле, в стратегии, собирается Путин трансформировать уже сложившуюся тоталитарную систему в какую-то особенную? Я об этом уже много раз говорил. Я так считаю. Я могу ошибаться. Время покажет. Я считаю, что для Путина между 70 и 80 годами, вот ему в этом году исполняется 72 года, важно трансформировать эту систему в династическую. Так, чтобы его кровные родственники сменяли на О, а кто? посты. Слушай, никто же не знает, кто его родственники-то на самом деле до конца. Никто не знает ни их количество. Не, они известны, это две дочери, да, они почти публичные, это Воронцова и Тихонова. Ну, это, этих да. Ну, маленькие дети Кабаевы, это тоже не секрет. Но для этого надо время, чтобы они выросли, да, там 2 сына. Вот, но на это уйдут лет 20. А он же не собирается меньше сидеть. Вот кто сейчас скажет, что Путин собирается меньше 20 лет сидеть? Ему 72 года в этом Знаешь, году. что скажет? Скажет Валерий Кто? Соловей, который его хоронит каждый месяц на протяжении 8 лет. А так в реальности Путин абсолютно, извините, здоров, как бык, извините, опять же, перед быками, да? У него прекрасная медицина, любая, и поэтому надеяться на его естественную смерть могут только либо идиоты, либо его же агенты. Ну, мы не знаем, какое у него здоровье, но пока никаких признаков того, что он там в холодильнике на Валдае, их нет. Понимаешь, и что ему этот холодильник грозит, их нет. Зачем мы себя обманываем? Зачем мы говорим? Он может болеть, его могут лечить, и действительно уровень медицины соответствующий. Но говорить о том, что вот мы завтра проснемся, а он умер, ну, такое может быть, а может не быть. Но на это нельзя полагаться, понимаешь, вероятностно. Это как про блондинку и динозавра, знаешь? Увижу, не конечно, увижу. так, да, но поэтому я бы сказал, что тем не менее, несмотря даже на этот временной люфт, который у него есть, он, безусловно, и, конечно, хочет хеджировать любые риски. А вдруг он, так сказать, ляжет от инсульта и будет лежать в коме. Как в свое время, например, в середине 70-х это случилось с генералиссимусом Франко в Испании, который полгода, по меньшей мере, лежал в коме, и ничего не происходило. Ничего. Как только он умер, тут же вышел Хуан Карлос, сказал, что все, никакой военной диктатуры, мы, значит, демократии и так далее. Король, при котором регентом начинал, собственно говоря, генералиссимус Франко. То есть, но это произошло потому, что был состав такой, знаешь, окружение генералиссимуса Франко, который обеспечивал вот это все. Да? Но пока он не умер, все продолжалось. Но подожди, я маленькую ремарку сделаю. Сейчас это невозможно по многим причинам. Скрывать труп Путина, все эти двойники, тройники, это смешно. Нет, да. Это невозможно. Там, знаешь, это еще невозможно. Почему? Марк, я вот видел, секундочку, я видел, знаешь, в новостях, по-моему, в кацапских, вот как раз в пропаганде, что Путин руководит войной, даже звонит иногда командирам батальонов, командирам рот, то есть он в этом вовлечен сильно. Да. Как там на самом деле происходит вопрос вопросов, но то, что он войной занимается, это факт. Вот эти разговоры, потому что он не знает, что там на фронте происходит, это неправда. Он демонстрировал это многократно, что, во-первых, это для него важный вопрос. Во-первых, это вопрос его власти, вопрос его жизни и все остальное. 2. А для него это... А чем он занимается? Сельским хозяйством, что ли? Или чем он занимается? Ну, просто интересно. Просто люди думают, что он управляет страной. Да ему это не интересно. Это его вообще не волнует. Вообще совершенно. Поэтому заниматься войной ему даже веселее до определенной степени, тем более, когда это не катастрофические занятия. Да? Потому если под Москвой стоят, это одно, а заниматься, извините, значит, Авдеевкой, это совершенно другая, для него достаточно безопасная история. Ну вот, я возвращаюсь к тому, о чем я говорил. Безусловно, династические изменения для него важны, потому что других нет. Оставлять преемника такого, как оставил Ельцин, он не будет. Постороннего человека, который неизвестно, как еще поведет себя. Да? Значит, третья очень важная деталь – репрессии. Будет ли он закручивать гайки? Ну, безусловно, он будет закручивать, потому что, чтобы обеспечить вот этот второй аспект, да, не только продолжение войны, но и династическую смену, подтягивание родственников, безусловно, нужны и репрессии. Причем по отношению к лояльным. Не по отношению к нелояльным. На нелояльных он убивает в тюрьмах. А вот именно к лояльным, которые еще какие-то планы строят на будущую жизнь. Чиновничество, бюрократия, олигархи. Эти репрессии продолжатся, безусловно. Но они продолжатся и в отношении остального населения, чтобы оно было запугано, придавлено, чтобы оно было не субъектно политически и так далее. Репрессии будут продолжаться. Если кто-то думает, что Путин добился своего, теперь он 6 лет сидит, потом еще 6 лет, и он будет мягкий и плавный, это не будет этого. Весь предыдущий четвертьвековой период этого не показывал, об этом не свидетельствовал.
скорее, и наверняка мы увидим ужесточение всей системы. Там с отменой свобод, например, выезда и въезда, с блокировкой интернета, созданием суверенного интернета, ну и так далее, и так далее. Этих пунктов очень много. То есть есть куда расти. Вот это очень важно. Далее, значит, в международном аспекте. Имеет ли Путин планы на там глобальное завоевание? Ну, безусловно, имеет. То есть хочет ли он захватить Сувалковский коридор на территории Литвы до Калининграда? А почему бы ему не иметь таких планов? Ну просто пусть кто-нибудь меня убедит, что у него таких планов нет. Хочет ли он Приднестровье, значит, которое он контролирует, чтобы оно занимало всю Молдову до Кишинева? Ну а почему он не хочет? Пусть мне объяснят, почему он этого не хочет. Хочет ли он Грузию, хочет ли он другие такие же территории, страны Балтии все и так далее? Конечно, хочет. А потом он сам это обозначил в своем декабрьском меморандуме 2021 года, когда предложил заключить договор с Вашингтоном и соглашение с НАТО о вот этой красной линии до мая 1997 года, когда в НАТО вступили почти половина, 15 стран Восточного блока. И он же говорит, отодвинуть ее, эту линию, да, демилитаризовать эти страны, вступившие после мая 1997 года. Ну чем не глобальный план? Чем не стратегия по удержанию мира? Чисто Орвелловская, если хотите. Но вполне себе, вполне это для него план на ближайшие десятилетия. Поэтому вот эти 4 аспекта, мне кажется, самое главное. Там есть и другие, безусловно, есть и другие. Но эти 4 аспекта, они главные. И я думаю, в том или ином виде, с разной быстротой, но они будут реализовываться. Если кто-то считает, что он не будет оставлять своим детям власть, то это очень наивно. Если кто-то считает, что он прекратит войну, а что он прекратит войну? Зачем ему прекращать войну? Если он прекратит репрессии, ни с того ни с сего возьмет и начнет убивать политзаключенных, как он это делает, а будет их отпускать. А зачем ему их отпускать? Чтобы что, и риски себе увеличивать? Ну и так далее. То есть по всем аспектам, очевидно, будет ужесточение. То есть жизнь будет хуже. То есть вот пусть иллюзии не питают люди, остающиеся за стенами этого концлагеря, что им станет хорошо, что будут послабления. С чего они будут-то? Ну, при 87,5 поддержки, якобы поддержки голосов, он может делать все, что хочет. Он может вот детей, как Молоху, приносить младенцев, отрубать им головы, как это было известно в каком историческом периоде. Поэтому и никто ему ничего не скажет. Жрать младенцев может, понимаешь? Ну Да. вот и все. Поэтому я считаю, что, скорее всего, будет именно так, потому что весь предыдущий период это показывал. И непонятно, почему это должно прекратиться. Ну, во-первых, весь предыдущий период, а во-вторых, простая элементарная логика, которую ты используешь. Зачем ему? Это, помнишь, дураки всякие говорили, ну да, сначала они говорили, ему невыгодно аннексировать Крым, он будет там Да. делать какое-то гибридное. Да как невыгодно? Он как только понял, что ему ничего за это по факту не будет, тут же отгрыз. Он делает. Да. Даже референдум так называемый перенес, и вот он состоялся в эти дни как раз десятилетия, да, этого. Потом нам говорили, что ему невыгодно начинать полномасштабное вторжение. Ну как невыгодно? Это его мечта. И ты описал его мечты, причем это даже несложно любому человеку сделать, потому что он все свои мечты озвучивает. Нет ничего, о чем бы он не говорил вслух. Он или его вот этот Медведев там, или кто-то еще. Да, его просто надо слушать, и все. И строить планы, исходя из того, что он говорит, защищаться, да. Ну, слава богу, господи, что я такое говорю? Но, слава богу, дураков меньше стало, потому что брутальное нападение полномасштабное на Украину, иллюзии вот эти, что это ему невыгодно, вот эта фраза «это невыгодно Путину», она стала нерабочей, ну, для большинства думающих голов. Теперь смотри. Вот ты сказал, репрессии будут. Ну, вообще-то, Путин был всегда добрым фюрером. Свое окружение, своих пропагандистов он не трогал. Но если кто-то уж совсем что-то там не делал, никогда. Он добрый фюрер, реально. Потом для своих... Пока не предали, он вообще абсолютно был Да, лайтовый. ну то есть он скорее ведет себя не как идейный фюрер по отношению к своим. Он знает все их прегрешения, всех прохвостов, всех знает. Он просто как отец мафии. Он про все знает, он отец мафии, да? Я сейчас закончу вопрос очень простой. А вот люди пошли демонстрировать свои фейсы в камеры ФСБ по всему миру и в России. И примерно они как-то отличались, и как-то уже, то есть на них составлены миллионные досье. То есть, в принципе, мы говорим про мобилизацию армии в армию. А почему мобилизацию в ГУЛАГ-то он не может сделать? Почему он не может, переводя Россию на военные рельсы, не устроить в ГУЛАГ мобилизацию из тех вот людей, которые наивные, вот эти, пошли друг на друга посмотреть, потом друг на друга насмотритесь еще в ГУЛАГе, будете работать на эту армию принудительно, да, если вы сейчас не уехали, если ума не хватило или чего-то там уехать сейчас. Но вот может же быть и такой вариант, как ты думаешь? Айдар, во-первых, когда я говорю о функциональных репрессиях, то я уже много раз говорил, что это как министерство. Вот как Министерство промышленности, Министерство связи. Министерство репрессий, оно необходимо.
как ГУЛАГ, он ведь отчасти создавался, ну, вот такая махина, как трудовые армии, если Да, помнишь, идея. да, в первую Она очередь. перетурбировала. Ну а что? Что нужно осваивать Днепрогэс, потом нужно золото добывать на Колыме. И так, Беломор-канал, да, был так сначала, они да. говорят, что они города в Сибири хотят. Помнишь, Шойгу говорил, города в Сибири Ну вот, создавать да, туда. они планы-то не скрывают свои, в принципе. Не Да, пожалуйста. скрывает, им для этого нужны трудовые ресурсы. Трудовые ресурсы, тем более такие, которые из числа вот этих всех оппонентов, 15%, 20%, сколько их там есть, а об этом говорил вот этот, знаешь, пьяница у них, этот генерал, забыл, как его этот, ходит по каналам-то, на Г какой-то. Он говорит, на Они все на 20% Г для... там, да, неважно. Да, она не все на Г. Вот. Так погодите, если это министерство, если вам нужны трудовые ресурсы, так вот они и стоят в этих очередях, трудовые ресурсы. Нам многие не верят и говорят, вы постоянно, вот меня обвиняют мои, так сказать, российские коллеги, которые из оппозиции, которые просто хипстерствующие, такая молодежь и так далее. Вот мы вот типа здесь, и мы делаем, что можем, мы встаем в очередь за Надеждиным, мы там, в конце концов, на Борисовское кладбище встаем к Алексею Навальному, что, конечно, благородно. И понятно, что люди хотят движением души хотя бы хоть что-то, хоть как-то выразить свое несогласие с тем, что делается в России. Но мы должны прямо и честно всегда им говорить, да, репрессии предполагают, что вы и есть для них материал. Путин от репрессий не откажется. Но репрессии же имеют объект, и вы первый, самый начальный объект этих репрессий для того, чтобы вас использовать. Где, значит, просто в тюрьме держать, где трудовым ресурсом использовать, где еще каким-то образом. То есть вас репрессии обойти не могут, потому что функциональные репрессии. Это не когда избирательно кого-то выхватили, посадили, убили, как Навального, да? А это когда идет Молох, вот с утра встал, подписал ручкой, 10 тысяч человек расстрелять. Он же не разбирается, кого расстреливать. Лояльных, нелояльных. Товарищ Сталин, произошла большая ошибка. Просто репрессии нужны для того, чтобы держать в страхе остальное население, для того, чтобы решать трудовые проблемы, проблемы производства, проблемы, значит, освоения новых территорий, добычи ресурсов и так далее. И решать проблемы также, значит, уменьшения потенциально нелояльного электората, который может создавать кумулятивные проблемы для самой власти. Путин это будет делать. А почему эти проблемы надо избежать, и почему их надо купировать таким образом? А все очень просто. Потому что если ты детей оставляешь, проституток своих, там, домашних животных в качестве власти, то наверняка рано или поздно у этого появятся противники. Вот чтобы этих противников не появилось, репрессии нужны как инструмент постоянного контроля за обществом. И этот инструмент, он не такой раз от раза, да? Он постоянный, он всегда. Как минимум, пока жив Путин, понимаешь? И с этой точки зрения иллюзий питать не надо. Я всегда говорил, и 4 года назад, и 5 лет назад, и когда сам уехал, что, ребята дорогие, уезжать надо. Если вы вовлечены были в орбиту противостояния с властью в любом виде, в самом лайтовом, надо уезжать. Потому что если вы останетесь, вы окажетесь ровно в этих жвалах, в этом молохе. И ничто вас не спасет. Ну да, тут, в принципе, это адресовано все другим людям. Нам с тобой друг друга убеждать не надо в том, что... Мы с ними же разговариваем через этот эфир, Да, правильно? В да. том числе. Я надеюсь, что посмотрит, кто-то избежит еще просто стать частью российской армии, потому что нам они тут не нужны. И никакие трупы лишние нам тут ваши не нужны. У нас собаки уже сходят с ума от вашего мяса. Вот. Но дело это не в этом. А в том, что, смотри, очень, кстати, мгм. да. Вот то, что он хочет, ты правильно... Да, давай, мы вот чего не коснулись. Мы не коснулись внешней политики. Вот, например, Мгм. Франция, да, страна, ну, к которой ты неравнодушен, я так понимаю. Ну, Вот. да. Да, ну и много других стран, но просто Франция как самый первый пример. Сейчас, по логике, я так думаю, мне так кажется, Путин должен наказывать Макрона за то, что тот на него так встал перед ним и сказал: не, чувак, мы будем сопротивляться, ты меня на понт не возьмешь. Пахан обозлился, Пахан затаил злобу. Что это может быть? Он уже устраивал, ну не он устраивал желтые жилеты, но его Russia Today тогда и Twitter раскручивали по всей Франции это все. Я, кстати, об этом помощников Макрона предупреждал, но тогда они не верили. Тогда и сам Макрон готовился к встрече с Путиным, к прогулкам там Финским заливом. Сейчас такого нет, слава богу, Макрон другой. Вот. Но что он может устраивать в Европе? Давайте тему войны ты уже осветил, что он хочет. Что он может делать гибридно? Как он может раскачивать Европу и Америку? Ну, в первую очередь, наверное, Европу. Вот твое мнение. Вот смотри, насколько я понимаю, насколько я оцениваю ситуацию во Франции, Макрон сейчас ведет переговоры с Шольцем,
перед поездкой в Киев для того, чтобы убедить его согласиться с планом направления каких-то соединений, каких-то войск на территорию Украины. В Одессу или куда это будет сделано, я не знаю. Это уже как бы вопрос такой опциональный. Как только соглашение будет достигнуто, Макрон приедет торжественно с Зеленским об этом объявит. Но надо же еще и Зеленскому согласиться, что на территорию Украины будут направлены какие-то соединения натовские и так далее. Наверное, так. Значит, в Москве это вызывает жесточайшее раздражение. Не потому, что это какая-то большая боеспособная сила будет направлена в Украину и тем более примет участие в войне с российскими войсками. Нет. А потому что это символический акт. Ну, конечно, конечно. Ну, конечно, вопреки вот этой войне, вопреки убийствам украинцев и так далее, Европа не пугается. И пусть даже на 3-й год войны направляет своих военных туда официально, публично. Это означает, что это не страшно, это не больно. Это значит, могут сделать и США в конечном итоге, и Великобритания, и другие страны Европы. Но это разрушает его шантаж, его план шантажа. Да, план шантажа разрушает абсолютно. Что он может сейчас предпринять? Ну, самое простое, что он может сделать, пытаться запугивать Францию и президента Макрона на предмет того, чтобы понизить его решимость, что у них есть инструменты воздействия на Французскую республику, которая должна от этих планов отказаться. Это может быть большой спектр усилий, начиная от специальных и заканчивая терактами и убийствами политическими, в том числе и российских оппозиционеров, проживающих во Франции, для того, чтобы послать этот сигнал, что вы там у себя справиться ни с чем не можете во Франции. Так что вы лезете в Украину? Вам ли по зубам вовлечься в такую войну, которая бушует в Восточной Европе, в Украине, да, по их, собственно говоря, агрессивной инициативе Путина, вот, займитесь своими делами внутри страны. Но я тебе такую вещь скажу. Похоже, что Франция понимает это, там не дураки сидят, и в Сюрте, и в Елисейском дворце, и так далее. И, возможно, они сейчас предпринимают какие-то усилия, дабы этого не допустить. Какие мы не можем судить, какие мы не можем знать. Но я допускаю вполне, что действительно у них есть некоторые возможности, и специальные военные, и полицейские, для того, чтобы это предотвратить. Смогут, не смогут, посмотрим. Невозможно заранее ничего прогнозировать. Но думаю, что какие-то попытки будут воздействия однозначно, потому что, похоже, что будут воздействовать и на самого окружения Макрона, там по части какой-то пропаганды в отношении него, какого-то черного пиара, фейков. Вот это будет, мы точно скоро увидим. Говорят, что какие-то родственники министра иностранных дел Франции, дальние, взятые в России там за что-то, я не знаю, правда это или нет, но надо посмотреть, потому что, повторяю, спектр возможностей у Москвы, вот по части спецслужб прежде всего, он огромен. Он огромен. Они могут что угодно устроить. Решатся они на это или нет, и будут ли на это ответные действия со стороны Франции, это мы посмотрим. Ну да, действительно, я думаю, что они сейчас, Путин действительно, я думаю, орет и кричит, ну или как он там общается со своими подчиненными, что стало с Макроном, что с ним делать, они сейчас сидят и думают, репу чешут. Но есть еще одна проблема, но это мое мнение, не знаю, согласен ты с ним или нет, что Путин рассчитывает на избрание Трампа. Мы видим, как он стоит за спиной республиканцев, которые категорически не хотят выделять помощь Украине, в том числе и Израилю и Тайваню. То есть, чем хуже, тем лучше, чтобы было и тут у нас, и в стране, внутри, чтобы Трамп победил. А дальше полная неопределенность, потому что Трамп вообще не говорит слово «Путин» в негативном контексте. То есть он выполняет все правила мафии. Пропахана, молчи или хорошо, да? Да. Даже когда он комментировал Навального, он так прокомментировал, чтобы только слово «Путин» не сказать, да? Дальше. Вот последнее, что он заявил. У него брали интервью, не помню кто, это не важно. Вопрос был такой, а что вы действительно перестанете помогать Украине, если вы придете к власти, вы прекратите помощь? Хотя на самом деле помощь сейчас практически сведена к маленькому ручейку, и он скоро пересохнет. И вот Линдси Грэм сегодня, республиканец, вот этот его, в принципе, друг и подчиненный в Киеве, посмотрим, да, что будет. Но пока прогноз негативный, да. Значит, и вот его спросили у Трампа, а Трамп говорит: я надеюсь, что до этого не дойдет, потому что, что мне не придется это делать, то есть оказать военную помощь Украине. Значит, о чем это может говорить? Что он имеет в виду? С Трампом, сейчас ведь какая ситуация? Трамп осторожнее начал делать заявления в отношении Украины. Да, немного осторожнее, да. А причина в чем?
это просто очень, потому что он не хочет потерять тот электорат из числа и республиканцев, и, может, не определившихся, которые как раз сочувственно относятся к Украине и негативно к агрессии Москвы. А если он будет занимать слишком резкую позицию, а он загребал очень сильно по поводу Украины в ненужную, в невыгодную для нее сторону, что он может утратить эту поддержку. И мне кажется, что это чисто расчет. Но это Какой обман, на самом деле он как был путинский, так и остался. Смотри, тут могут быть варианты, потому что на самом деле он боится ведь еще чего, что истеблишмент, а он настроен негативно к Москве, это, понятно, американский, элита, против которой, как в качестве антиэлитного элемента выступает сам Трамп, может решиться на многое, если он продолжит эту риторику, что вообще пусть Путин там и Украину захватывает, и, как он в Украине сказал, и всю Европу пусть захватывает, если вы не хотите мне платить. Понимаешь? То есть тут могут быть какие-то резкие совсем действия со стороны американского нынешнего руководства и глубинного государства, это спецслужбы, это армия там, и другие, если они поймут, что А как, фактически... Марк, а на что они способны? Спецслужбы за все это время не были способны установить его связи с Кремлем, никак вообще. Ну. Смотри, из легальных способов мы не берем какие-то варианты совсем радикальные, я не в них верю, там, вплоть до, как это было с Кеннеди и Робертом Кеннеди, но, ты знаешь, они все-таки могут выдвинуть Ники Хейли в качестве третьего независимого кандидата, такие разговоры шли. Вот, там никто не снижал ее поддержки кампании. Это фантастически звучит, но могут они попытаться понизить его голоса, дав дорогу Байдену, что тоже, знаешь, сейчас не блестящий вариант. Но у нас но, тем не выбор-то менее, невеликий, прямо скажем. Да. велик, невелик. Не у нас, в Америке, точнее. Бог знает, как все пойдет, но сам Трамп отдает себе отчет, что нельзя доводить до края. То есть, как минимум, до момента, пока он не выиграл выборы и не инаугурировался в январе 25 года, там, 20 января, традиционная инаугурация. Вот не надо сильно раздражать не только электоральную часть, но и истеблишмент, элиту нельзя раздражать до степени, что она решится на все, что угодно, лишь бы его не было президентом. Понимаешь? И это, кстати, в американской прессе обсуждается, в американских медиа. То есть это не то, что я по этому поводу флудить решил. Нет, это там прям открыто обсуждается, на что готова американская элита в случае, если Трамп поведет себя неадекватно. Поэтому, мне кажется, он играет на опережение. Другое дело, про путинский он или нет. Ну, прежде всего, он про трамповский. Раз. Он на свой карман, он на свой интерес, он на свою, значит... Но я почему говорю про путинский? Потому что он никогда себе не позволял ни слова критики Путина. Вообще ни одного слова. Это правда. Ну, то есть серьезной критики мы никогда от него не слышали. Никакой не слышали. Мы знаем апофеоз. Да, Хельсинская конференция в период 16 по 20 год знаменитая, который он сказал, что он доверяет Путину больше, чем собственным спецслужбам, но это для американского президента это вообще беспрецедентно такое заявить. Как это? Погоди, как ты доверяешь какому-то оппоненту там, или какому-то врагу государства, значит, главе иного государства больше, чем собственным спецслужбам? А зачем тогда эти спецслужбы тогда тебе нужны? Это совершенно непонятно вообще. Ну вот, с этой точки зрения, безусловно, здесь варианты есть. Я скажу тебе так, если для Трампа будет выгодным противостоять Путину, а не наоборот оставаться его контрагентом или там агентом, то, поверь мне, вот такой человек, как Трамп, перейдет совершенно... Нет, я поверю тебе на 100%, если только не существует такого ядерного компромата на него. Вот если он существует, то не поверю, А конечно. как его проверить? А как об этом узнать? Вот хороший Никак. вопрос. За 4 Никак. до 16 комиссии Мюллера так этого и не определилось, не узнал. Ну да, если американские спецслужбы не узнали, вряд ли мы с Марком Фейгином узнаем. Да. Да. Поэтому все возможно, но в любом случае его поведение, даже в период предвыборной кампании, дебаты с Байденом и по поводу вопроса Украины, они же тоже вскроют все. Ты должен четко Да, сказать, будет ясно. что... На момент выборов все будет больше ясно, чем сейчас, и все решится в последние дни. Нельзя будет вывернуться по той простой причине, что война, она не позволяет этого. Вот в 16 по 20 год поддержка Украины, это была такая вещь, знаешь, по которой можно было играть, на которой можно было играть. Да, хоть так, хоть эдак, поступил по-другому. А в войне ты как себя поведешь? Скажешь, что дашь оружие, а сам не дашь? Скажешь, что я не пойду на условия сдачи Украины, а сам сдашь? Тут цена возрастает очень серьезно. Но смотри, там есть вторая часть ответа Трампа, я специально разделил надвое, где он сказал... Мне очень горестно, как-то он сказал так, что эта война началась, при мне бы, это много раз говорил, при мне бы она не началась, и связывая это с первой мыслью, что, надеюсь, мне не придется оказывать военную помощь Украине, к чему он клонит вообще? К склонению Украины к невыгодному миру на условиях Путина или к чему?
И это тоже отчасти, но еще и склонение самого Путина к тому, что ты пойди со мной на какие-то комфортные условия, чтобы договориться и схлопнуть всю эту историю. Проблема Трампа, я уже много раз говорил, в том, что он бизнесмен, девелопер, полукриминальный бизнесмен из Нью-Йорка, который является застройщиком, много раз Ну, он банкротился. аферист, короче говоря, если так по большому счету. Аферист, аферист. И он считает, что он может Путина тоже, полагаясь на свои качества афериста, обмануть, как-то перехитрить, как-то разойтись с ним вроде как компромисс, но выгодный всем, а в итоге выгодный ему. Вот тебе 20% на 80%. Путин не таков. Путину не надо 20% Украины. Да. И он не интересуется 20% Украины. Ему надо 100% Украины. Да. 100%. И он ни на какие компромиссы в этом смысле не собирается идти. Ему нужна вся Украина. Слушай, а так Понимаешь? интересно, Марк, вот все время говорят вот эту мантру о переговорах. Так он никаких переговоров в реальности не хочет. То есть он ничем Ну, не конечно. подтверждает, ни одним движением ногтя не подтверждает, что он Конечно. чего-то этого хочет, кроме полного захвата Украины. И точка. Тут какая-то вообще ерунда просто. И я хочу... Он навязывает эту игру, понимаешь, Айдар, он навязывает эту игру общественному мнению, политикам, руководителям государств, посредникам, и они включаются вместо того, чтобы сказать: слушай, ну ты хочешь переговоров, вот конкретные условия, значит, ты согласен на то, что будет так и так. А там начинается вот это: нет, давайте начнем переговоры, начнем разговаривать, мы должны обеспечить свою безопасность, демилитаризовать Украину, ну и все, что было там в Стамбуле в качестве проекта или драфта, который предлагала Но именно сейчас Москва. уже другие условия. Конечно, он рассчитывает, что что-то изменится с Трампом. Последний вопрос. У нас ровно 3 минуты остается. Задал его читатель, наш зритель, точнее, я по старой памяти читателями всех читаю. Значить, Марк, як вам РДК? У Кремлі заговорили про санітарну зону. Капелюх, звичайно, але як, короче, я по-русски это сформулирую, по-кацапски. Ну, значит, как вам РДК в целом? Давай так вопрос. Твое впечатление от РДК? И типа заговорили о санитарной зоне, об эвакуации. Типа это шляпа такая, да? Вот, но сам факт, что-то изменяется от действий РДК, и какие могут быть будущие действия? Ну, и РДК в целом, я говорю, не только РДК, по всех русских в ЗСУ. Да, я понял, о всех военных подразделениях, стоящих из русских добровольцев. Ну, я командование РДК знаю, и Дениса Капустина, и его начальника оперштаба, и Богданова знаю лично, конечно же, я с ними общался. Равно как и руководство Легиона, я близко знаю всех, значит, и с ними тоже достаточно хорошо общаюсь. Я могу сказать, что это немногочисленные, но очень эффективные подразделения, состоящие из сотен людей, далеко не тысяч, конечно. То, что они делают, все-таки пока имеет не столько военный эффект, сколько, если хотите, такой контрпропагандистский или информационный эффект. Давайте прямо говорить. То есть это все производит впечатление на ту биомассу в России, которая, в общем, рефлекторно так сокращается как микроорганизм и вызывает необходимость этого сокращения в самой власти. И власть реагирует. Ты же видишь, если бы это было ничтожно, они же начинали с того, что нет, это же неправда, никакой Теткина не брали, всех отбросили, это украинцы. А дошли до того, что они говорят, что этих людей надо ликвидировать и, значит, создать санитарную зону и все такое, то, что Путин говорил по итогу вот этих так называемых выборов на своей пресс-конференции. Значит, они представляют из себя тот субъект, пусть даже там неэффективный военный, но информационный, который заставляет эту власть, российскую власть, что-то делать, дабы успокаивать население, уговаривать самих себя, пытаться, значит, предотвратить в будущем, профилактировать, что называется, подобного рода действия, которые могут вырастать по своему масштабу, безусловно. Сегодня там сотни, а завтра будут тысячи, условно. Я так условно говорю. Поэтому, безусловно, это не фантомные проекты. И Сибирский батальон, и Легион Свободы России, и Русский добровольческий корпус – это объединения военные, которые действительно существуют. Но пока говорить о их высокой военной эффективности, масштабной, я имею в виду, не локальной операции в Теткино, да, пока говорить преждевременно. Но ведь у этого есть динамика. Если это получит поддержку, то это даст и необходимый эффект. Вот Последний вопрос. Прекрасно, все понятно с этим. Последний вопрос, 30 секунд. Просто коротко. Давай. Ты жалеешь о том, что свое сотрудничество с Алексеем Арестовичем сейчас или нет? Нет, не жалею. И не жалею, что оно было, тоже не жалею. И то, что я его прекратил, это сотрудничество, тоже не жалею. А он сделал нужное дело. Вот в период, когда война только началась, он выполнил эффект плацебо, и я считаю, это то, что в сухом остатке... Ну а сейчас его роль, коротко, в 2 словах, твое мнение сейчас. Она абсолютно контрпродуктивная, она вредная, эта роль, на мой взгляд. В информационном смысле она абсолютно вредная. Он сильно не влияет ни на что. А на что он влияет? На информационную политику, а как он влияет? Он в Украине абсолютно не популярен.
Вот. Но зачем он это делает, я не берусь судить. Да, хорошо. Мы на все вопросы, в принципе, мы получили ответы. Приятно было поговорить. Спасибо за содействие реальной помощи Збройним силам України. До нових зустрічей в Києві і онлайн.